Теперь вопросы, которые рассматриваются под хадисами с 917 по 919. Первый вопрос – тарифуль вакф. Определение того, что такое вакф. Говорит аль-вакфу фил-луга, аль-вакф в арабском языке хуаль-хабс. Это удержание. И укаль вакафтуль арда, говорится в арабском языке, вакафтуль арда акифуха вакфан. Я приостановил землю, то есть удержал землю, удерживаю ее удержанием. Хади луга аль-фасиха аль-машхура. Это известный арабский язык, то есть известный литературный арабский язык, когда ты говоришь вакафтуль арда. Ваюкаль, и еще можно сказать аукафтуха. То есть не вакафтуль арда, а как аукафтуль арда. Говорит филюгатин радия аушадза. Но этот язык является каким? Радия, то есть не популярным, не культурным, аушадза, то есть отклоненным. То есть чаще всего, более часто используется именно как вакафа, вакафтуль арда, а не аукафа, аукафтуль арда. То есть с этим разобрались, что касается арабского языка. Значит, слово вакф в арабском языке означает хабс, удержание. И если ты говоришь, что ты оставил что-то в вакф, говоришь вакафту. Вакафту аль-бейта, вакафту аль-хайта, вакафту аль-арда, вакафту сайярата и тому подобное. Говорит вафишара, а в шариате что такое вакф? Хуахабсу маликин, это когда владелец какого-либо имущества, так, делает его хабс, удерживает его, так, лималихи, то есть удерживает это свое имущество, аль-мунтафа бихи маабакай айнихи, так что это имущество описывается тем, что им можно пользоваться вместе с тем, что само имущество остается, а не тасарруфат биракабатихи. Владелец этого участка или этого предмета удерживает его от различных тасарруфат, финансовых взаимоотношений относительно основы этого предмета. Сейчас прочитаем вот это определение, потом его иншаллах разъясним. Ватазбиль манфаати аля шей мин анва'иль кураб. А его полезные свойства уходят в качестве садака на различные виды приближения к Аллаху Субхану ва Тааля. Ибтига ваджи Аллахи Тааля, и все это должно делаться, устремившись к лику Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля ради него. Так, что это означает? То есть, допустим, приведем пример, из которого станет понятным иншаллах определение. Допустим, человек обладает, например, чем участком земли. Участком земли обладает, потом говорит, вот этот участок земли я передаю, допустим, мусульманам, для того, чтобы они здесь хоронили своих умерших. И при том, что вот эта вот земля, которая перешла теперь в качестве земли под кладбище, не может продаваться. Все. То есть хозяин вот этой земли отдал ее в качестве вакфа, как бы лишил себя права владения этой землей. То есть он не может теперь эту землю уже кому-то продать. Если он скончается, эта земля не переходит к наследникам в качестве наследства, никто не может ее кому-то подарить и тому подобное. И обычно относительно этого участка земли устанавливается человек, который называется назаруль вакф, человек, который присматривает за вакфом. То есть, чтобы это вакфное имущество было каким? Не использовалось в неправильном направлении. То есть, чтобы там никто дом не начал строить, и тому, чтобы не начал эту землю в аренду сдавать и так далее. Но эта земля предназначена только, допустим, для кладбища. Или передает какое-то здание, помещение. Говорит, вот этот вот большой дом, допустим, я оставляю в качестве вакфа как мечеть для мусульман. Пусть мусульмане приходят, совершают здесь пятикратные намазы, пусть совершают в нем намаз джума, допустим, и тому подобное. Проводят здесь свои праздничные намазы и так далее. Какого постановления теперь этого дома? Все, человек отдал его в качестве вакфа, это не его дом. Больше он не считается владельцем этого дома. Но и эти люди, которые ходят в эту мечеть, тоже не считаются владельцами этого дома. Но являются кем? Пользователями этого дома. Пользуются этим домом в своих целях. Теперь вот этот вот хозяин, бывший, не может этот дом больше продать кому-то. Потому что он уже оставил его в качестве вакфа. Не может его подарить, не может отдать в качестве садака кому-то другому. Этот дом не переходит в наследство его наследникам, если он скончается и тому подобное. Теперь другой пример. Допустим, у человека есть сад, как было у Умара ибн Хаттаба у нас в каком 918 хадисе. Допустим, огромный сад, так, в нем растут пальмы, которые, соответственно, приносят плоды. Умар ибн Хаттаб что сделал, радийаллаху анху? Оставил этот сад, этот участок земли в качестве вакфа. Что значит в качестве вакфа? Видишь, сказано «ля юбау аслуха». Асл, то есть основа этого участка, имеется в виду сам участок, как будь то деревья или участок и тому подобное, не продается. Валя юрас, и не остается в наследство. Валя юга, и не дарится. Но остается в качестве чего? В качестве садака бедняка, потом родственникам, потом рабам, потом муджахидам на пути Аллаха, путникам, гостям и так далее. Что это означает? То есть, те, которые описаны вот этими вот категориями, ты кто такой, допустим, я бедный, ты кто такой, я раб, ты кто такой, я муджахид, ты кто такой, я путник и так далее. Вот эти вот категории людей могут заходить в этот сад и кушать эти плоды, когда им угодно. Так, зашел, допустим, взял, допустим, ведро унес, кушает. Или кушает прямо там. Но вот этот вот муджахид, или бедняк, или раб и так далее,
тем, что он пользуется плодами, не означает то, что он владеет, завладевает этой землей. Эту землю он не может, или это дерево он не может ни продать, ни подарить, ни оставить наследство и так далее. Так же, как бывший хозяин. И потом устанавливается назар аль-вакф, тот, который будет присматривать за вакфом. Потому что, брат, пальмы, за ними необходим уход, чтобы эти плоды давались. Что получает вместо этого назар аль-вакф? Говорит, может сам кушать из этих плодов. Может кушать сам, кормить своего друга, допустим, свою семью, но не должен пользоваться этими плодами для увеличения своего имущества. Не должен набирать, допустим, 200 бочек и выходить и продавать где-то на рынке, и потом деньги себе забирать. Нет, это уже не будет вакф. Это уже не просто назар аль-вакф, это уже тот, который зарабатывает на этом вакфе, а он должен только присматривать за ним, ухаживать за ним, и за это может кушать. Так же, как все люди могут кушать. Вот это что называется вакф. И, соответственно, у этого понятия множество разных постановлений, множество разных вопросов, которые с этим понятием связаны. Это у нас, иншаллах, придет далее по книге. Так, давай еще раз прочитаем вот это вот определение, для того, чтобы оно стало нам более яснее. Смотри. Хабсу маликин лималихи, это когда владелец удерживает свое имущество. Что значит удерживает? То есть ставит его в такое состояние, что его нельзя ни продать, ни подарить, ни оставить наследство и так далее. Не в садака отдать. Говорит, аль-мунтафа бихи маабакай айнихи. При этом это имущество должно быть таким, которым ты пользуешься, но само оно остается. Видишь, как, допустим, тот же самый сад, в котором растут плоды, или здания, которые использованы как мечеть и так далее. То есть сам предмет с использованием не заканчивается. То есть им постоянно можно пользоваться, как здание, как участки земли и так далее. А не тасарруфат биракабатихи. Что значит удержал это, основа этого имущества? То есть не позволяется производить различные финансовые отношения относительно этого имущества. Эту землю нельзя продать, нельзя подарить и так далее. Вот азбиру манфаати аля шеймин анва'аль кураб. Но его полезные свойства, тазбиль. Что такое тазбиль? Как бы юсаббаль, уходит в дорогу. Уходят, распространяются, разделяются на различные анва аль-кураб, на различные виды приближения к Аллаху. Видишь, говорит, пусть с него питаются бедняки, пусть с этого питаются муджахиды, пусть с этого питаются путники и так далее. Для тебя это что? Идет как поклонение. Так как ты отдал этот участок, тебе это идет как садака джария, непрекращающаяся садака, продолжающаяся садака. Говорит ибтига ваджхилляхи та'аля. И это должно производиться с намерением ради Всевышнего Аллаха субхану ва та'аля. Тогда это дело будет называться вакфом. Оставил какой-то предмет вакф. Дальше.